радикальным сидя там дома на диване с чашечкой кофе. То есть белорусы не умеют спорить. И все это тягнется, все ніяк диалог не можем там наладить. Ну, тады адказ такой, что нашему грамадству не патрэбны гэты диалог. Какие признаки, что диалога нет? Вы знаете, общество крайних индивидуалистов. Жанчына с золотыми яйками. Мы будем говорить про национальную Мы идею. живем в мире наций. Место белорусов у сусвете. Циником выступаю здесь я. Ідея X на Єврорадіо. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. В эфіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя X». Праграмы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна, вядучыя ў студыі Максім Гаруноў і Зміцер Лукашук. Наша сённяшняя госця, арт-дырэктар галерэі сучаснага мастацтва ў Кароткая, Ганна Чистосердова. Виталий. Добрый день, господарня Ганна. Я таким тоном, интонацию такую адмыслова выбрал, потому что Ганна у адным со своим интервью призналась, что яна жанчына с золотыми яйками. Ой, да, есть такое. И вот я так думаю, что вот гэты человек... Вот зараз напружить усе свои золотые яйки. Свои два яйки, ну. И вот так вот нам, бо все там боятся казать, вот не ведаем, где шукать, як промовить, як намацать гэтую национальную идею. А человек с яйками нам раз и все и скажет. Было б, конечно, добра, калі б я могла адказаць на гэтае пытанне, але ж мне падаецца, што на гэтае пытанне не мае адказу ўжо нават не мінулае стагоддзя. Гэта такое пытанне, якое у кожнага, магчыма, ёсць свой адказ, але ж галоўнага я наўрад ці адкажу, але ж будзем шукаць. Будзем шукаць, для этого і сабраліся. Ганна, тады з самага пачатку, а яно нам трэба ўвогуле? Нацыянальная ідэя, маю на ўвазе, вот беларусам. Яна, канешне, патрэбна. А навошта? Мае быць, але ж яна павінна быць вось тут. Час ад часу вось тут і вось тут. Я вось не ведаю, конечно, той, хто не будзе бачыць, я патлумачу, што гэта сэрца і розум. Що бачаць? Усе 8 камер, усе на цябе. І галоўнае для самого сябе вырашыць, што ж такое, хто такі беларус, якую я займаю пазіцыю ў гэтым грамадстве. Тое, што мне блізка ад, там, не ведаю, нацыі, у якой я жыву, таго грамадства, што б хацелася змяніць. І, магчыма, вось калі мы самі сабе пачынаем задаваць такія пытанні, так ці інакш адказ спачатку з'явіцца непасрэдна для самого сябе, а потым, магчыма, калі мы навучымся культуры грамадскага дыялогу, магчыма, мы знойдзем адказ. Дзесьці вот так вот, калі мы навучымся культуры грамадскага дыялогу, да, і адразу такая вось что-то такое космічнае, дзесьці далечыні там мільёны кіламетраў. Ну, слухайце, для мяне гэта даволі такое важнае пытанне, бо, шчыра кажучы... Я да таго, што калі мы навучымся, колькі мы пра гэта кажам, да, у кожным эфіры. І дзе-то вот там, вот не ў кожнай, не, просто я пра грамадства, што колькі я памятаю, мы ўсё кажам пра грамадскі дыялог, вот все такое, і ўсё это цягнецца, ўсё ніяк дыялог не можам там наладзіць. Ну, тады адказ такой, што нашаму грамадству не патрэбны гэты дыялог. Магчыма, гэта наш путь, але мне не вельмі падабаецца. А вот вы говорите, что диалога нет. А какие признаки, что диалога нет? Вы знаете, посетите любую публичную дискуссию, чего бы она ни касалась. То есть, понятное дело, что в поле там своей профессиональной деятельности это культура. Вроде как мы все рассчитываем на то, что в поле культуры, как бы, не знаю, более там закругленные углы, менее радикальные какие-то, возможно, высказывания в публичности, хотя, в общем-то, наверное, я в это тоже не верю. Но, к сожалению, любой вообще диалог, либо любая публичная дискуссия, на которых я там присутствовала, некоторые из которых мы инициировали как институция, к сожалению, до сих пор выглядит как такой хор монологов. То есть вот я не знаю, мне кажется, в нашем обществе вот есть такая очень странная вещь, вот выговариваться, при этом не слыша вообще оппонентов, даже зачастую тех, кто поддерживает вашу идею. И, как правило, это достаточно такой, вот я не помню, Артур Клинов очень хорошо определил как-то очень в прошлом веке, во-первых, культурную как бы нашу среду, а в целом это, опять же, отражение, мне кажется, общества в целом, такое общество крайних индивидуалистов.
И, с одной стороны, наверное, действительно это там заложено в человеческой природе, в природе творческой единицы, быть индивидуальностью, быть неповторимым, таким вот прямо, не знаю, для кого-то звездным, для кого-то обособленным, но на самом деле без диалога как бы ничего не меняется и ничего невозможно построить. Поэтому мне на самом деле достаточно обидно следить там за новостями в контексте, там, не знаю, политической ситуации в нашей стране, потому что этого диалога нету даже между людьми, которые вроде как ведомы одной целью изменения, но его как бы как не было, так и нет. Мы там вот, собственно, 10 лет последних наблюдаем, что общности нет на самом деле, мне кажется, ни в одном из сегментов. И что с этим делать, конечно, я рецепта не дам. Возможно, нам действительно нужно чаще лично встречаться. Иногда, мне кажется, что и соцсети на это как-то так не очень позитивно влияют, потому как, взяв там сегмент онлайн-дебатов, дискуссий, высказываний и все, что происходит по любому инфоповоду. Там, я не думаю, что это исключительно бич там, белорусского сообщества интернет, да? Но очень легко быть смелым, радикальным, сидя там дома на диване с чашечкой кофе либо с чем-то, да? Быстренько там надавать по щекам и другим частям тела своим оппонентам, высказаться, что я вот здесь как бы самый умный, а вы здесь, ребят, ничего не знаете. Немногие, кстати, из этих людей готовы это публично делать. И я не знаю, мне кажется, нам не хватает такта, мягкости. Вот вопрос. Вот вы проводили встречи, и там люди говорят монологами, но они нарушают последовательность? То есть они перебивают друг друга или нет? Или это такой, вот вышел человек, высказался, его никто не слушает, но все ждут своей очереди. Нет такого? По-разному бывает. Все-таки это зависит и от спикеров. Я же не могу так вот сейчас ровно всех под одну гребенку сказать. Не, вы знаете, ребята, в галерею приходят исключительно интеллигентные, других не слушают, но и не перебивают, да? По-разному бывает. Это же все, в общем-то, там, не знаю, внутреннее воспитание. Меня скорее там не пугает вопрос перебить оппонента. Опять же, как это делается? Если это делается там с правилом поднятого там пальца руки, это одна история. Когда это просто происходит там планомерно в течение там всей дискуссии, конечно, это для меня говорит лишь о том, что данный человек не воспитан. То есть белорусы не умеют спорить? Вот так вот, грубо. Спорить умеют, не умеют договариваться, не умеют находить что-то общее, будь это со знаком плюс или минус. Спорить, мне кажется, мы все нормально умеем. І от этого вот спрэчкі, як кажуць, што спрэчка, у якой нараджаецца нейкая ісціна, вот это вот. Тое ж самае і з крытыкай. Мне падаецца, што вось сучаснае там грамадства, яно такое вельмі прафесійныя крытыкі ўсе. Ва ўсіх ёсць сваё экспертнае меркаванне. Будзе гэта там Брэксіт, будзе гэта вірус, будзе гэта там, не ведаю, незалічаны гол там у нейкім футбольным матчы. У нас заўсёды праз 15 хвілін уся стужачка будзе у экспертах, так? Пры гэтым крытыка, яна вось выказаў сваё меркаванне, наколькі яна можа на нешта паўплываць, гэта іншае пытанне. Для мяне у нашым грамадстве, я зараз непасрэдна буду казаць пра там культурніцкі асяродак, мне амаль што ўвесь час маёй працы, гэта ўжо больш за 16 гадоў, не хапае вось той прафесійнай крытыкі, якая з'яўляецца для мяне рухавіком развіцця. Бо крытыкаваць гэта, так ведаеце, сказаць там, ай, гаўно. Все, што вы робіце, гаўно, не цікава. А калі ты пачынаеш пытаць, а ў чым гаўно, чаму не цікава? А ці гэта вось вам не падабаецца напрамак, ці нештачка там у тэксце цяжка. Вось калі ты пачынаеш задаваць пытанні, чаму, ці як там па вашаму меркаванню павінна быць, дыалог скончаны. Я вот обращаюсь к исполинской фигуре Александра Григорьевича Лукашенко, и мне так кажется, что вот ситуацию, которую вы сейчас описали, вот когда люди со вкусом много спорят, перебивают друг друга, не слушают друг друга, и никак при этом не могут договориться, вот в таком обществе очень нужен Александр Григорьевич, как такая исполинская фигура, которая в определенный момент хлопнет кулаком по столу и скажет, а я вас всех услышал, будет так.
И, в общем, так на самом деле белорусское общество, белорусская гражданская сфера и живет. Люди постоянно что-то говорят, не соглашаются друг с другом, они не соглашаются друг с другом вне сети, они не соглашаются друг с другом в сети, а рядом всегда Александр Григорьевич, который там при помощи своих ушей, аналитиков, все это слушает, а потом выходит на трибуну и говорит: а будзе... Не жри ты на ночь бульбу с мясом. Ой, Да, то есть- бульбу с мясом, это все ж таки прекрасно было. Не-не-не. То есть Александр Григорьевич послушал все эти рассуждения белорусов о диетах, правильно, неправильно, все эти жаночие там чатики почитал, и вырез свое решение. Ага, не жри. И все, это вот... Перестали жрать, да? То есть, грубо говоря, вы сейчас описали только половину вот этого вот белорусского мира коммуникации, мира медиа, мира общения людей. Да, это вот... У вас в этом есть еще вторая половина. И это вот исполин, да, богатырь. Человек многометрового роста, Александр Григорьевич, который все это слушает. Вот, и для него это на самом деле пища. Вы думаете, слушает? Если уже он сказал про не жри на ночь бульбу, то, скорее всего, слушает. Может быть, это не женские, как вы выразились, чатики про диеты. Может быть, это в принципе о том, что возможно, пока есть деньги, не жри бульбу, жри брокколи, а возможно, скоро опять придет бульба. Вы знаете, во всех вещах нужно видеть, не знаю, двоякие смыслы. То, о чем вы сказали по поводу, не знаю, заслуживает ли белорусское общество, руководителя. Нет, не в смысле, что заслужит и служит. Технически это вот так устроено. Вот люди вот так вот спорят, и из этого спора вырастает необходимость вот в такой фигуре. Чтобы из этого спора что-то появилось путное, да, нужен вот такой вот... А почему, простите, вы считаете, что в Украине меньше спорят? Нет. Украина тот еще пример. Как это тот еще пример, да? То есть вот там, собственно, спорят в офлайне, в онлайне. Это для меня всегда такой показатель вообще абсолютно нерегулируемого хаоса. Но при этом, собственно, украинское общество, с моей точки зрения, при всем вот этом хаосе, политическом, экономическом, гражданском, который мы наблюдали сколько уже, 6-7 лет назад, да? При этом это люди, которые обладают уникальной способностью самоорганизовываться. Как только что-то не так, хоп, и у нас к вечеру 1,5 миллиона стоит на Майдане, да? Вы помните, с чего это начиналось и как? Это было дело 1,5 часов. А здесь у нас начинается: ой, нешточка на дворе не тое, не пойду. Сегодня холодно будет, посижу, погляжу стрим. Или, о, нешточка, у меня сегодня планы поменялись, да, не пойду. Я не знаю, почему так происходит. Мне кажется, что корень, то, о чем, собственно, я так вот шла, думала, потому что вопрос такой для меня сложный. И мне кажется, вот нам всем, я сейчас в том числе, наверное, и себя в каких-то моментах хочу привлечь к этому, не хватает ответственности. А пока вообще не возникнет внутренней ответственности за себя, за то окружение, в котором ты живешь, как ты живешь, что ты ешь, что ты читаешь, как ты относишься к своим соседям, что происходит за дверями твоей личной квартиры. То есть, вот мы все кричим, да, что, ЖЭСы плохие, тут не делают, тут сломалось, надо починить. А почему сломалось? Потому что кто-то помог сломаться, да? А почему у нас, извините, подъезды, в которых мы живем, у всех ответственность заканчивается за выходом вообще родной двойной металлической двери? Почему мы не здороваемся, не говорим с соседями? Почему, собственно, когда сейчас я смотрю на сегмент «Окей», мы такие все юморные ребята, да, весь мир уже бьет в набат и говорит: ребятки, давайте, наверное, посидим, подумаем, поработаем из дома, а у нас шутки идут, да? Это ответственность, это ответственность. Хорошо, а вот есть какое-нибудь общество, на которое вы смотрите и говорите, что было бы хорошо, чтобы споры и поиск общего мнения, и ритуалы согласование мнения, они были как у белорусов. Если это Украина, то Украина, может, какая-нибудь другая страна. Знаете, я вообще не очень верю в идеальное общество и в какие-то идеальные модели, потому что это утопия, реально.
утопии. На самом деле там в последние несколько лет все настолько радикально меняется, если мы сейчас будем говорить там про политические климаты, в том числе в супер вообще продвинутых странах, которые были всегда открыты и, наверное, такими, ну, для меня, наверное, символизирующими свободу там самовыражения, личного мнения, политической воли. Извините, это все очень быстро меняется. То есть, как бы глядя на повестки политические, которые сейчас происходят там в Центральной Европе, в том числе, по поводу того, что не слишком ли мы были свободны, не слишком ли много у нас тут теперь людей. Давайте вернемся к нашей национальной идее и подумаем, а кто же мы. Давайте тут немножечко прикроем границы, а здесь немножечко, там, не знаю, прикроем рот тем, кому не нужно. У меня сейчас нету вообще вот реально примера. Было что-нибудь? Ну, можно назвать какую-нибудь эпоху в прошлом там. Вот, я не знаю, там в Нидерландах 100 лет назад было замечательно, что-нибудь такое. Вы знаете, вот опять же история – это такая вещь, которая очень легко переписывается, да? Я читала книгу про Нидерланды 100-летней давности, и вот там... Не буду я врать, я не читала книгу про Нидерланды 100-летней давности. Мне, наверное, знаете, как бы до достаточно недавнего времени мне импонировало вообще как бы подход вообще вот ко всему, и к социальным вещам, и к политическим в Швеции, и вообще, в принципе, вот модель стран Северной Европы, потому что действительно там есть культура диалога, есть культура обсуждения, есть культура комьюнити, несмотря на то, что это достаточно холодные нордические ребята, которые с вами проведут очень интересно вместе время, но, собственно, в публичном пространстве, а чтобы домой попасть в гости, извините, тут уже вот не наше, да. Но при этом как бы это всегда были страны с одной из самых сильных социальных составляющих, с наименьшим количеством, скажем, проблем и экономических, и там сопряженных с этим. Как бы для меня, наверное, вот это близко, хотя вот тут тоже стоит, как бы, наверное, отметить, что это мне близко вот в плане там социальной поддержки и того, как это происходит, но мне это абсолютно не близко с точки зрения межличностных отношений, вот этого очень холодного дистанцирования вне, ну, там, не знаю, рабочих моментов, каких-то там совместных выгулов, а потом типа все, извините, мне налево, вам направо. Этого мне, конечно, ну, там как-то вот немного странновато выглядит. Глядзіце, мы калі пачыналі нашу праграму толькі, я заўсёды з такой надзеяй нашых гасцей у іх пытаўся, вот там, скажем, у пісьменнікаў, там у Орлова, там ці там у Бахарэвіча, там яшчэ у каго, што а вот можа быць дзе-то там вот вы у сваіх кнігах вот нейкі сказ, нейкая думка закладзеная, якая вот дастаць і гэта вот гатовая нацыянальная ідэя. Там у Вольскага ці Варашкевіча пытаўся, можа вы где-то там вот праспявалі вот там вот эту нацыянальную ідэю. Там Пушкін, можа быць, там ці Марачкін намалявалі яе. Ну вот спадзяваўся такое. А зараз я разумею, што нават калі ў іх это і было, то гэтага не факт, што прыме нават гэтая культурніцкая тусоўка, а не тое, што ўся Беларусь, вот сыходзячы з вашых слоў. Ну, ёсць, а з іншага моманту, вось мне падаецца, гэтая прекрасная фраза «ты не чакай, сюрпрызаў не будзе» для мяне вельмі добра характарызуе тое, вось як ставіцца да вельмі час ад часу важных пытанняў беларуская супольнасць. А можа так і трэба, так? А можа пройдзе? А можа вось зараз нештачка такое, да, здарыцца, што хоп, сюрпрыз, і вось у нас тут усё там вельмі добра, так? Яно ёсць, яно было і яно ёсць. Момант, як мы з гэтым працуем. Бо колькі гадоў гэтай песні? Ну да. Сюрпрызаў не было і не будзе. Адзінае, што мне падаецца, што не так шмат хто задумываўся на гэтай фразы. Яна ж, мне падаецца, Лявону таксама не вось так прыйшла. А может... Я до того, что, вот, скажем, вот мы с вами посидели. И раптом, нават нечакана для вас и для нас, мы тут раз такую сформулировали, ну просто гениальную, как Пинигин говорит, гениальную национальную идею. И вот зараз вот взять ее на блюдечко и понести. Куды? Вот куды идти, и что нам скажут? Вот мы скажем, глядите, какая гениальная идея. Там. Так будет? Магчыма.
Ну, просто опять пытанне, каму несці, як несці. Вот менавіта, вот каму несці? Трэба несці усім, пачынаючы вот ад, скажем, собрать такую презентацию в галереи, всю элиту собрать, поставить это блюдце посередине зала и сказать: о, глядите, ці это трэба вот сесть там на какую-нибудь «Жигуленка» и поехать по усіх околицах там, и всем, каждому там доярце, трактористу, агроному показывать и пропановывать такую идею. Вот что, кому нести? Ой, кому ж несці? Ну, я, шчыра кажучы, не веру, што вось там для абмеркавання, канешне, ўсё ж такі яно павінна быць. Я заўсёды не пра тое, што зараз маё блюда будзе нацыянальнай ідэяй, так, ці нешта там іншае здарыцца. Для культуры дыялогу я б, канешне, абмеркавала тую ці іншую ідэю за такой, скажем, з нашым культурным, я не люблю гэтае слова гета, але ж так і ёсць. І разам прыдумаць тыя інструменты, як гэтым блюдам. Потым падзяліцца, як вы сказалі, з аграномам, з даяркай, з працаўніком завода. Мы чамусьці вось зараз, ну, яны такія ж самыя нашыя суайчыннікі. Чаму вось мы зараз там, не ведаю, узвышылі інтэлігенцыю і прынізілі там жанчыну, якая зараз думаю, як жа ж гэта там азімае, што з імі будзе, так? Магчыма, у яе вораг ідэй. І ў яе таксама ёсць сваё блюда, якое ёй будзе цяжэй некаму данесці, чым нам, якія так ці інакш ужо прызвычыліся сустракацца на прыёмах, на дыскусіях, у тэатрах. І ці не мае паміж намі такога разрыву, што гэтае блюда ніколі не выйдзе за кола, ну, там, не ведаю, гэтай студыі, пляцоўкі галерэі У, кангрэсы даследчыкаў там Беларусі. Вось гэта для мяне галоўнае пытанне, як гаварыць пра тое, хто мы, што мы, якая наша гісторыя і якое наша будучае разам, а не вось гэтымі маленькімі групкамі пісьменнікаў, музыкаў, мастакоў, філосафаў. Бо, ну, гэта ж так, як ведаеце, як як там? Five o'clock tea. Да? Такие сустрэліся, сёрбнулі, разышліся, вырашылі праблему. Не, так не бывае. Ну, чаму кажуць жа, што, у прынцыпе, змяняе грамадства і нешта вот так вот канкрэтна вырашае і потым вядзе да нечага, колькі там, 2% ад усяго грамадства, таго самага актыўнага. Ну, так давайте пачнем вырашаць з моментаў не нацыянальнай ідэі. Я павернуся да сваёй мыслі пра тое, дзе мы і як жывем. Пра адказнасць за тое, як мы і дзе жывем. Калі нават 2 гэтыя адсоткі людзей, якія там актыўныя, не пачнуць больш-менш узрушана размаўляць са сваімі суседзямі, у мяне лічная ёсць праблема, так? Я ўжо там 2 гады жыву ў сваёй кватэры, са мной не здароваюцца суседзі ніколі. Болей таго, яны шарахаюцца, як ад нейкай шалёнай, калі я кажу ім там добрай раніцы ці там добрый вечар. Грошы, відаць, пазычыць хоча. Да, за солью сейчас придет. Ну, про тое, что там нас там в сваём этажы, дзе мы жывем, мы адзіныя, хто прыбірае, бо у астатнім гэта не патрэбна. То есть, ну, там лежит бумажка, и я пойду домой, полежу, зараз прилягу, да? Может быть, они предполагают, что есть государство, которое работает, и там есть специально обученный человек, который должен прийти эту бумажку поднять. То, что факт, это я бумажку вижу, может быть, график уборки моего подъезда, назначенный сверху государством. Да, но этого графика нету в месяц. И мне кажется... Нет, ну вот это может быть такое, может быть, я к тому, что может быть национальная идея белорусов. Потому что это кто-то не я, это кто-то должен? Не, ну не надо никакого вот этого вот гражданского общества, вот эти вот все парламенты, там, обсуждения, вот это все глупости. Должно быть хорошее государство. По вертыкалі спусцілі ўніз дырэктыву з нацыянальнай ідэі, і я яе буду выконваць. Не в смысле по вертикали, а государство, оно и является хорошо работающее государство, хорошо налаженное. Ну, там, с дрессированной бюрократией, с правильной... Вот есть полиция, какая она должна быть? Вот такая вот, как треба. Она вот и должна быть. Вот. И это и есть национальная идея белорусов.
Вот. Парадочек. Обеспеченный не нашими вот обсуждениями, потому что ну его нафиг. Да, мы не хочу ни с кем договариваться. Я вас всех презираю. Да? Ну, по разным мотивам, но я вас всех презираю. А вот приявится оно, государство, светящееся, прекрасное, разумное. И оно везде наведет там порядочек. Будет хорошо. Ну, Максим, мы возвращаемся тогда к тому, что сюрпризов пока не будет. И нужно иногда для того, чтобы вот это идеальное, да, государство, которое за меня будет решать, в том числе мои проблемы, чтобы оно хоть каким-то образом приблизилось к идеалу, нужно что-то для этого делать. Я, допустим, вот мой мобильный телефон знают уже все работники ЖЭСа местного. Я уже, когда звоню, потому что я добилась, одно окно не всегда работает, я все-таки решила в 2 постучаться. Теперь на мой каждый раз звонок, они снимают трубку и говорят: Анна Олеговна, добрый день. Я, на самом деле, никогда не думала, что я могу быть настолько, что вот мои, извините, те самые яйца, с которых мы начали, да, могут заблестеть еще и в этом направлении. Борьбы, там, не знаю, с нашими там жилищно-эксплуатационными службами. Но я понимаю, что у меня есть на это право. И я хотела бы, чтобы остальные тоже понимали, потому что оно у них где-то эфемерно вот существует, что это мифическая уборщица или там мифический электрик, он обязан прийти. Но времена меняются. Чтобы он пришел, нужно совершить жест, как минимум позвонить. И сказать: ребята, ну вот надо. Беларусам перш за ўсё трэба набрацца смеласці, праявіць хоць нейкую смеласць. Ну, гэта ж не страшна набраць тры лічбы на тэлефоне, якія б яны не былі, да? Ці там смеласць пра тое набраць 3 лічбы, калі ты чуеш, што там недзе па-за сценкай там у суседзяў нештачка, ну, адбываецца не вельмі вясёлае, да? Гэта ж таксама, ну, што смеласць, да, я разумею, што патрэбна будзе потым паразмаўляць спачатку з міліцыяй, потым з суседзямі, магчыма, ўсё астатняе жыццё яны не будуць з вамі здаровацца пасля гэтага, але ж, ну, гэта трэба рабіць, не? Слушайте, а есть вот такой вариант, второй вариант, что белорусы, они продолжают жить в режиме оккупации. То есть даже тот факт, что сейчас вроде как не немцы, ну, полицаи стоят, и не русские, а вот свои, вроде бы как, это все равно какие-то захарбники, какие-то враги. И, в общем, они живут вот как бы вот, ну, вот просто меняются эти захватчики, а мы так и живем. И то, что они с вами не хотят здороваться, ну, потому что в режиме оккупации лучше особо никого не знать. И лучше, да, и вы говорите, вот куда-то позвонить, ну, если у меня сейчас тут оккупационная влада, ну, какая-то там вообще, это притворяется нами, ну, в смысле, это на нашем даже языке размовляет, даже чикает как-то, но мы это знаем, нас не проведешь. Это же все равно какие-то оккупанты и гады. Вот, то, в общем, даже и звонить ей не надо, потому что, ну, как бы звонить ей, это все равно, что там, я не знаю, 300 лет назад пойти к польскому этому какому-нибудь там уряднику и настучать на своего белоруса. Вот, поэтому вот они, то есть, грубо говоря, и тогда вся национальная идея заключается в том, что, объясните, ребята, оккупации больше нет, вас никто больше не оккупирует. Вы сами, как бы, оккупанты ушли. Ну, так а как же это объяснить? Ну, это же очень такая история, воспитанная, ну, уже мне даже страшно сказать, сколькими десятилетиями. Понятное дело, что там истории там кухонного обсуждения происходящих процессов там шепотком, да, в своей личной кухне, или там только при открытии рта сразу купировать фразу, которую ты там говоришь, потому что абы чего не было. А когда ты спрашиваешь, а чего? Чего боимся-то? Ну, а что будет? Ответа тоже нет. Вот, ну, как бы вроде, да, нету. Я сколько раз наблюдала там какие-то странные ситуации, там, особенно это весенне-осенняя такая пора, когда кто-нибудь один там в трамвае резко начинает проявлять там гражданскую позицию свою, говорит: да надоело все вот это, не могу я жить, и вот все это вот, и тут сразу там со всех сторон 5-6 женщин, мужчин начинают: тише, они же сейчас придут и заберут. Кто они? Ну, это вот как про волчок, что укусит за бочок. Там, ну, как бы, я не знаю, мне кажется, что мы сами себя вот в какой-то момент начали изолировать. Вот в каком-то таком придуманном мире живем. То есть мне всегда интересно слушать своих там коллег, гостей из, там, не знаю, Европы, которые приезжают, читая те газеты. И они, конечно, тоже ожидают, что они приедут в какой-то такой супер вообще такое милитари государство, где все такие по струночке ходят в красивых таких льняных анучах, да, там, одного цвета, такая европейская Корея, всем на работку по звонку, с работки, все молча, типа там
Они приезжают и говорят, блин, ребята, да у вас же тут вообще рай какой-то, да? Ну, типа, понятно, что для меня это не, как бы не секрет и не новинка, действительно рай, все прекрасно. А у людей пока перестройки нет. Ну и на самом деле, я не знаю, опять же, это, мне кажется, такая защитная функция психики. Типа вот оно еще впитано там через родителей и дедушек, что вот, ну, не надо... Враг тут рядом, вот не надо. Высовываться да. не надо, а то ж вот так вот. Давайте начнем для начала вообще интересоваться историей своих семей. Потому что я, к сожалению, вот через это, да, только сейчас, когда мне уже как бы к первоисточникам и владельцам этой информации, к сожалению, я уже не могу обратиться, потому что их попросту нет в живых. А вот, извиняюсь, вот такой вопрос. А вот в каком возрасте начала отпускать? Меня? Ну, да, но вот появилось ощущение, что все-таки можно что-то позвонить куда-то, сказать кому-то что-то. Ну вот выступить за рамки, вот за красные флажки для белорусов. Мне кажется, что у меня, вот я, конечно, сейчас не знаю, возможно, совру, но если нос сейчас подрастет, то, наверное, вру. Как-то я никогда себе особых рамок не выстраивала. То есть, и, в общем-то, даже проекты там галерейные, и вот и «Подземка», и вот галерея У, это проект, который, в принципе, направлен на, во-первых, создание для себя как бы комфортных условий, не знаю, просто вот банальной, правильной жизни, получения культурного продукта, общения как бы с людьми, с которыми интересно и есть о чем всегда поговорить. Расширение вот этих рамок можно, нельзя для посетителей и гостей мероприятий, которые мы делаем. Наверное, вот если мы говорим про такую ответственность, вот, скажем, там, гражданскую в отношении там, грязного подъезда, да, она у меня, конечно, возникла при начале там, уже такой самостоятельной жизни, когда я там уехала от родителей. До этого как-то, ну, не знаю, по-другому было, потому что я всю свою жизнь прожила в доме, в котором мы всегда с друг другом, ну, мы знали, кто есть кто, как бы с частью там своих соседей я практически там с одного возраста росла. А вот когда я столкнулась с тем, что я переехала, ну, как бы в новый социум из 36 квартир, и поняла, что вот она реальная жизнь. Да? Это так же, как мы вот выходим иногда из галереи, да, и там попадаем в тот же самый трамвай. Вот она реальная жизнь. Мы вроде живем все так уютненько, интересно. Там, здесь там обсудили последние новости, тут поделились последними книгами, кто куда в театр сходил. А оно же так не у всех так, да, происходит. И для меня, как бы, когда я вживую столкнулась с определенными проблемами, которые больше никто не хочет решать, и, ну, у меня не было сомнений, решаемо это или нет. Как бы так или иначе, ну, там, добьюсь. То есть на решение одной проблемы, ну, год у меня требовался. Я просто каждый месяц звонила и говорила, ребята, это не смешно. У меня там с козырьком были вопросы. Но это как бы комфорт своей, не знаю, жизни. Если кому-то комфортно жить в сраче, ну, окей, я, допустим, не готова этого делать. Я так зразумеў, што на сённяшні дзень вот самая галоўная такая беда беларусаў, якая не дае і далейшаму нейкаму вот, ну, перашкаджае далей рухацца, гэта вось гэты страх, ці вот это закладзенае бацькамі, дзедамі, где-то там у подсвядомасці вот это, абы чаго не было. Ну, типа не выделывай, ну как это, даже не выделяйся, не будь активным. Не звони ты в этой ЖЭС, абы чаго-нибудь не было. Не обурайся ты где-нибудь там у трамвая ці на улице, а то вот прыйдзе дядя шэренькі волчок-милиционер, хотя може яму и как бы это по барабану. Да. Но вот, а вдруг? И вот найперш вот пазбавіцца гэтага, а потым уже тады атрымаецца, калі мы ўсе гэтага пазбавімся, тады у нас у кожным патэнцыйны матолька, які можа дастойваць свае правы. Ну да, матолька в каждом из нас на самом деле, как и многие другие вообще, скажем, ролевые модели, это правда. Да, а потым уже і чалавек і пачне задумывацца вот пра што мы говорили, а хто я, а хто мы, а куды мы ідзем. А тут уже и национальная идея. И научиться спорить и договариваться. Договариваться, да. Ну, как бы вот вроде они как бы инструменты инструментами. И когда мы вообще на самом деле прекратим ждать чуда и думать о том, что кто-то должен, кто-то, а не я, никто никому ничего не должен.
То есть мы все говорим о том, что вот, ну, почему у нас тогда, когда мы начинаем говорить о системе, там, не знаю, образования и здравоохранения, все резко говорят: ой, у меня что-то вот сыночек подрастает, надо, наверное, как-то сейчас позаботиться в Польшу отправить, да? Или там типа: ой, там что-то зуб заболел, надо бы где-то там из кубышки достать $300 или там 500 и пойти куда-нибудь там в платную, да? Мне иногда кажется, что этот пазл вот у меня даже логически не складывается. С одной стороны, нам все должны, и вроде как государство, да, а как только у нас что-то не так, мы далеко не в государство идем. И мы как-то другие пути находим. Ну і падводзячы вынікі, вот для Мы уже сябе. так быстро нашли все. Да, для сябе вот якую. Ну, я-то вот как бы вот зацепился за вот за дело, за живое, вот это вот страх, вот это абы чаго не было, якое, в принципе, і не дазваляе неяк раскрыцца, неяк потым навучыцца дыскусію весці, ну і как бы вот все такое. І гэтак. Але вот у вас, вот вы б якую прапанавалі нацыянальную ідэю? Скажем так, может быть, не прапанавалі ўсім, а сказалі сваю у адпаведнасці, з якой самі жывеце. Ну, вось быў дакладна, можа, і ёсць такі праект са слаганом «Актыўным быць файна». І вось гэта той лозунг, які, ну, вось асабіста для мяне робіць і мяне, і ўсё, што вакол, так ці інакш больш, не ведаю, зручным, цікавым. Ну, давайте быць актыўнымі. Давайте пры гэтым актыўнымі паўсюдна, там, фізічна, больш актыўна, я не ведаю, аналізаваць тое, што адбываецца. Больш актыўна браць на сябе адказнасць. Бо я разумею, што цяжэй за ўсё спытаць у самого сябе. Але гэта трэба рабіць. А калі проста вось так, як адбываецца, сядзець, чакаць, што вось на маім паверсе, да, вось з'явілася жанчына, якая, калі што, па тэлефану вырашыць, так? Не трэба. Трэба, каб, ну, усі так рабілі. Цікавіцца больш жыццём. Ну і вось, да, пра гісторыю, пра карані, гэта тое, што для мяне, ну так, цікава, бо і тое нават пра што мы з вами гаворым, для мяне вельмі цікава, бо вось так паміж намі у маёй сям'і моя цёця кліча мяне наш мулявін. Бо, ну, мае сем'і, яны прыехалі адна з Расіі, адна з Украіны. Я нарадзілася на Беларусі, і тое, што я там займаюся культурніцкім развіццём, праектамі, што тычыцца не толькі там мастацтва, але ўсё ж такі шырэй. Ну, для мяне гэта тое, без чаго я, шчыра кажучы, не магу уявіць вось нейкае такое іншае жыццё, якое б магло там са мной скласться там за апошнія 16 гадоў і там у будучыні. Ну, гэта частка мяне. Вось давайте кожны з нас знойдзе нейкую вось такую патрэбу. Некага гэта будзе патрэба там у арганізацыі культурных імпрэзаў. Некага гэта будзе патрэба там у дапамозе суседу. Некага гэта будзе патрэба, не ведаю, у там збіранні гісторыі, пачынаючы з асабістай і там шырэй. Калі у нас у кожнага будзе нейкім чынам сфармулявана патрэба, а так ці інакш, яны ж амаль што паўсюдна адныя шыты. І мы пачнем гэтым займацца, нешта, мне падаецца, зменіцца. Вот бачыце, уже про все рассказала Ганна, причем вот мои любимые темы закранула про веданне гісторыі, каранёў, спадчыны і так далей. Але вот я звычайно пытаюся яшчэ там на якой мове павінна быць это агучана нацыянальная ідэя, под якім сцягам. Але мне падаецца, тут это пытанне лішняе, тому что вот чалавек руска-украінка, якая свабодна гаворыць па-беларуску. Ну, чаго ты не якая вот размаўляць? сама собой увасабляе как бы вот это вот, что як і так выдатна, і мову трэба ведаць. Ну, а са сцягам мы как бы разбярэмся. Дзякуй вялікі. Такім чынам актыўным быць файна, таму будьце актыўнымі. І вот калі не будзеце актыўнымі, то ні на што не спадзявайцеся, сюрпрызаў не будзе. Дзякуй вялікі. Ад нашай праграмы «Ідэя Х»
і ад Еўрарадыё, і ад Цымбальбай, нашага партнёра, такі вось падарунак Дзякуй на вялікі. памяць. Актыўна піце з яго каву, гарбату, можаце нават каньяк пры настроі. Дзякуй Дзякуй. вялікі. Ганна Чыстасердова, Дзякуй. Максим Гарунов, Зміцер Лукашук. Слухайце і глядзіце нас.